Я с детства как-то хотела почему-то стать актрисой. Да, у меня очень много спрашивают, где я была, да, какие страны я посетила. И я очень близко сидела к одному мальчику. Женщины все меня поймут. У меня не хватает терпения дослушать до конца. Порой даже мои родители не знают. Они не должны именно извлекать для себя выгоду. Все случается не случайно. 100 сомов на такси туда и обратно — это уже практически ползарплаты. Толстые книги, толстые учебники, слова, которые ты никогда не слышал. Наверное, делать людей счастливыми, да, когда они благодарят, когда у них от этого появляются слезы на глазах. Меня зовут Екатерина Филаретова, я работаю в Министерстве иностранных дел, дипломат. А мои родители предприниматели. По-моему, была. Но, правда, мне, по-моему, рассказывала об этом мама, когда она мне показала одну из фотографий, и я очень близко сидела к одному мальчику. Ой, ну, наверное, у всех ребят, да, кто моего возраста, ну, кто это был? Backstreet Boys, Бритни Спирс. Вы знаете, вот очень у многих людей есть с детства мечта, да, которую они хотят осуществить. Возможно, даже где-то в школе, в каких-то начальных классах кто-то хочет стать военным. Честно скажу, такой мечты у меня не было. Я с детства как-то хотела почему-то стать актрисой. Не знаю почему, я вот так представляла, то ли я где-то в клипах снимаюсь, да, то есть вот что-то такое творческое. Я выбрала юридический факультет, и мне все-таки кажется, что, наверное, все случается не случайно. Впечатлений о студенческой жизни, их было очень много. Во-первых, первое впечатление, когда ты приходишь первый курс. Все 5 лет в университете можно назвать такими моментами важными, да, потому что каждый день ты получаешь что-то новое, ты приобретаешь какой-то опыт, который в дальнейшем ведет тебя в большую жизнь, которой ты будешь пользоваться. Поэтому, мне кажется, все-таки каждый момент в университете, он такой запоминающийся, да? Это друзья, это люди с общими интересами, это сфера, в которую ты погружаешься, это толстые книги, толстые учебники, слова, которые ты никогда не слышал. Все интересно и все очень поучительно. У меня в роду не было каких-то юристов, известных дипломатов, да, и так далее. То есть свою стезю я выбрала вот самостоятельно. Мои первые деньги, сейчас скажу даже сумму, 875 сомов. Это была моя месячная зарплата, когда я была референтом. Референтом это вот на работе спустя 1,5 года после того, как я пришла в Министерство иностранных дел. 875 сомов. Я, кстати, их практически не забирала, они копились у меня на карточке, потому что за такую сумму, как бы, да, 100 сомов на такси туда и обратно, это уже практически ползарплаты, поэтому они там копились по полгода, и я их потом забирала. Но сумму прекрасно помню. Хобби, да, я очень люблю заниматься йогой. Но обычно на выходные у нас остается что? У нас остаются бытовые вопросы, домашние дела и так далее. Вот все-таки, ну, женщины все меня поймут, что такое выходные дни для человека, который работает все будние дни. Иногда у меня не хватает терпения дослушать до конца человека. Это вот моя очень большая такая дурная привычка. То есть я могу перебить в какой-то момент, высказать свою точку зрения, но я очень работаю над этим сейчас, да, очень прям так, чтобы выслушать человека до конца, полностью до самой точки, и потом уже начать с ним, вступать с ним там в беседу или в полемику. Не курю, никогда не курила. Люблю заниматься спортом, очень люблю спорт, люблю бег. И никто вот про мою личную жизнь, порой даже мои родители не знают. Да не то, что не порой, да, ни мои родные, ни мои близкие, никто не знает практически про мою личную жизнь. Потому что я считаю, что личная жизнь, на то она и личная, что она может быть только между двумя людьми. Да, у меня очень много спрашивают, где я была, да, какие страны я посетила, что было интересного, какие интересные вещи, да, может быть, я привезла оттуда, да, и так далее. Тяжелое время. Ну, вы знаете, я не могу назвать определенный момент. Наверное, для меня тяжелое время — это когда теряешь родных и близких.
Это и поездки, это и работа, это все, что связано с родными, с дорогими людьми, да, которые рядом, которые здоровы. Поэтому я считаю, что в моей жизни, слава богу, очень много счастливых моментов. «Иван Васильевич меняет профессию» — это самый мой любимый фильм. Они из одной серии, это значит «Ангелы и демоны» и «Код да Винчи». Очень мне понравились эти фильмы, поэтому, наверное, вот эта вот тройка, наверное, мои лидеры. «Три товарища» и последняя — это «Шелковый путь. Дорога рабов, идей и религий». Очень интересная книга. Не дочитала пока, еще до конца. Рок, там, рэп — это не мое. Очень люблю слушать классику. Наверное, делать людей счастливыми, да, когда они благодарят, когда у них от этого появляются слезы на глазах. Именно от счастья. Я все-таки считаю, что депутаты — это люди, у которых есть очень большие возможности, и они должны этим пользоваться. Они не должны именно извлекать для себя выгоду, они должны приносить пользу стране, и они могут это сделать, потому что у них есть большие ресурсы, у них есть большие рычаги, у них есть опыт, поэтому это вот основная, наверное, моя цель.